Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную и теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон. Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Кто на вас гадает? Если тема вам интересна, пожалуйста, присоединяйтесь. Загадайте, пожалуйста, на себя. Ни о ком думать не надо. Песочек все покажет сам. Спросите лучше от своего имени. Кто на меня гадает? Ну и давайте узнаем. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Пусть высшие силы будут моими руками, пусть откроют нам то, что сейчас это скрыто, и очень слышится и устать. Так, 3 человека на вас гадают. Смотрите, 1, 2, 3. Вот, видите? 3 человека. И еще 1 человек, но это я позже вам объясню. Там нечто другое, там не гадание. Так, мои милые, возможно, все 3 на вас гадают, да, возможно, у кого-то отыграется 1, либо 2, ну, либо 4. Вы у меня все разные, все интересные, почему бы и не погадать на вас. Давайте, наверное, пойдем по порядку. И хочу начать с вас. А вернее с того, кем вы являетесь. Здесь мне показывают вас с птицами. Одна птица к вам, другая птица от вас. То есть вы такой человечек, что информация вас сама находит. Помимо всего прочего, вы тоже являетесь очень важным источником очень классной, крутой, правильной, без воды информации. Вы умеете донести данные, вы умеете передать какое-то важное послание. Причем передать максимально лаконично. И опять же, да, чтобы человека там и не обидеть, и не расстроить, и человек усвоил эту информацию. То есть есть у вас такие способности передавать информацию. И также наряду с этим есть способности получать, добывать. Даже вплоть до того, что вы иногда можете о чем-то подумать, и буквально там в течение нескольких часов, либо нескольких минут информация находит вас сама. То есть вы о чем-то думаете, задаетесь вопросом, включаете, например, телевизор, тут бац, и по телевизору как раз эта тема обсуждается. Либо заходите на ютубчик, да, сразу вам попадает какое-нибудь видео, которое, либо объясняет что-то, либо рассказывает, либо это может быть даже какое-нибудь онлайн-гадание. То есть, да, это сильный дар, сильный талант, уметь получить, добыть информацию и также ее очень толково передать, да, разъяснить, подать, объяснить. Вот. Я бы сказала, что это прям, да, действительно дар. Не все так могут, а вы точно можете. Вот поверьте. Да кого угодно спросите. Спросите любого человека в своем окружении. Все вам скажут, что вы знаете больше, чем другие, что вы очень классно объясняете, что вы классный собеседник, что с вами всегда приятно и про плохое, и про хорошее поговорить. То есть вы умеете успокоить, вы умеете поддержать и, опять же, умеете правильно подать. В зависимости от того, с кем вы общаетесь и какова ситуация вокруг. Еще, мои хорошие, у кого-то из вас, у самих есть прекрасные способности, возможности и желания к тому, чтобы гадать. То есть на эту отсыпочку тоже пришли женщины, которые гадают. Кто-то гадает для себя, кто-то гадает не только для себя, но и для близких, для клиентов. То есть это как часть вашей жизни, да, как образ вашей жизни. Да. Вы любите, вам нравится, это ваша, карты вас слушаются, и небеса вам открываются. То есть очень много информации вы можете получать. Причем вы можете пользоваться разными видами гаданий, да, получается, да, идет, работает, и вы это понимаете. И вообще вижу, что вам нравится это, да, нравится гадать. Так, а кто у меня не гадает,
вам нравится гадание, в принципе, сами по себе. Ну, потому что именно в гаданиях вы очень часто получаете именно ту информацию, которая вас интересует. Поэтому и смотрите, например, онлайн-гадание. Так, теперь давайте перейдем к тем, кто на вас гадает. Хочу начать с мужчины из вашего прошлого. С этим мужчиной вы, ну, то ли вы были в браке, то ли вы к этому шли, ну, к тому, чтобы создать семью. Расстались вы по вине этого мужчины, вернее, из-за его каких-то проделок, несерьезного отношения, неуважения к вам. То есть вы долго, я так понимаю, терпели, а потом просто послали на 3 буквы и все, как будто бы отрезали. Вот, этот мужчина там походил, помаялся без вас, возможно, пробовал с другими женщинами строить отношения, у него там не особо получилось. Теперь этот мужчина один, и этому мужчине очень-очень сильно хочется к вам. Но потому что так как с вами, ни с одной другой женщиной хорошо ему не было. Так как вы любить умеете, ни одна другая любить не умеет. И вообще вижу, как-то вы о нем прям очень заботились. Вы ему как и жена, и как любовница, и как сестра, и как мама были, понимаете? Тут у мужчины как будто бы какие-то вот немножко корыстные мотивы, да? То есть мне было с ней хорошо, я хочу обратно к ней. Не могу сказать про любовь, хотя этот мужчина, да, он понимает, что вы любить умеете. Вот. И он такой, ну я с ней буду счастлив, я буду счастлив. И вот вижу, что он гадает на вас, причем он разных людей посещает. И все ему говорят одно и то же, что вот с левой стороны она тебя прогонит, да, вот не иди к ней, она с тобой не будет. Вот. А он как бы не хочет им верить. Он такой, нет, будет, это ты там плохая гадалка, либо там плохой экстрасенс, я пойду к другому. И вот он ходит, денежки носит, а ему все время один и тот же ответ, что вот она с тобой не будет, вот она тебя не хочет, вот вы друг другу не подходите, да. То есть вы его не примете, вот такой ответ идет. А он же все ищет, да, ищет того, кто скажет да, типа как зеленый свет, и тогда он начнет двигаться в вашу сторону. Ну и опять же его интересуют обстоятельства вашей жизни, там, кто у вас на уме, кому сердечко отдали. Но опять же, как вам подойти, да, как вас заинтересовать, как вернуть. У кого-то еще отыграется, что мужчина повсеместно там ходит и требует, просит, чтобы проводили какие-то обряды, там, вернуть любимую, ритуал какой-нибудь там завязки, привязки. Кто-то просто просит приворожить, да, вот приворожите ко мне эту женщину. Он говорит, ага, хорошо, денежку давай. И, в общем, все, на этом все и заканчивается. То есть бояться вам этого человека не стоит. Вижу, что он у вас, ну, такой немножко нерешительный был и есть. Поэтому пусть ходит, да, ему обо чем заняться. Не, но он знает, какой у вас строптивый характер. Он знает, что если вы что-то сказали, что все, не передумаете. Вот, поэтому и не возвращается. Вот ходит по этим гадалкам. Дальше, мои хорошие, с правой стороны. Ну, тут кто-то из ваших близких на вас гадает. Близкий вам человек. Это может быть сестра, это может быть мама, это может быть подруга, которая очень за вас переживает. Бабушка может быть. Да, вот в таком ключе, там, любимая тетушка. Кто-то близкий, это именно женщина. А почему гадает? Ну, потому что за вас переживает, потому что вас любит, потому что человек хотел бы, чтобы вы жизнь свою изменили, чтобы вы счастливы были, чтобы рядом с вами был достойный человек, чтобы наконец-таки ваши проблемы закончились. Да, может быть, пытаются там доискаться вот этой правды, да, почему у вас жизнь такая вот непростая, сложная, тяжелая. Как-то помочь, защитить, да, ведь не обязательно же просто только лишь гадать. Пытается на вас там защиту поставить, а может быть там с глаз снять, там какую-то пресловутую порчу, ну в таком ключе. Ну, в общем, это для успокоения сердечка, да, чтобы женщина, которая вас любит, сама себя успокаивает, обращаясь к гадалкам, обращаясь к экстрасенсам, обращаясь к магам. Ну и также, возможно, на вас гадают в каких-то общих гаданиях. Тоже я не исключаю, что ваши родственницы либо подруги могут смотреть общие гадания, загадывать на вас, ну и пытаться узнать, что там у вас в жизни происходит, чем можно помочь. Вы же такая не сильно
про себя говорите, вы очень многое от людей скрываете, вот в плане личного, все держите в себе. Вот вы к этому привыкли и таким принципом и живете. Ну и также вы не хотите, чтобы кто-то из-за вас переживал, чтобы кто-то из-за вас волновался. Вам проще сказать, что у вас все хорошо, хотя на душе там кошки шкребут, разрывают сердце в клочья, чем видеть, что за вас кто-то переживает. Вот. И ваши любимые близкие родственники, подруги, мама, бабушка, они все это прекрасно понимают. И поэтому хотят хоть как-то узнать о вас информацию в таком ключе. Так, ну здесь, конечно, если в общих гаданиях, окей, там деньги особо не берут, но если ходить и пытаться на вас там защиты ставить и прочее, ну просто тратят деньги, да, теряют деньги. Вы уж там с ними как-то поговорите, скажите, что вы и сами обойдетесь, и не надо этим заниматься. Ну, потому что жалко, очень много шарлатанов, и могут брать деньги, и при этом ничего не делать. Вот. А человек думает, вот как так, да, вроде же я заплатила, а почему так? Ничего не произошло, ничего не помогло. Вот. Кстати, у кого-то вот прям четко показано, женщина пытается вас пристроить, ну вот в плане личной жизни, очень переживает. Хочет, чтобы вы замуж вышли, чтобы там детки у вас были. Ну, либо чтобы вы действительно вот личную жизнь свою построили, да, чтобы у вас в личном все наладилось. Да, вот показывают. Скорее всего, мама, либо бабушка. Вот очень-очень переживает. Ей там что-то обещают, но, опять же, знаете, что угодно можно наобещать. Но не факт, что это все произойдет. Дальше, мои хорошие. В центре нам показывают очень такую неприятную картинку, когда на вас гадает человек, который вас очень сильно не любит, который вам зла желает. Это может быть и конкурент, и соперница, и какая-то вражина подколодная, извините за слово. Здесь человек гадает, и не просто гадает, сейчас я вам все объясню. Там куриная лапка, здесь могут даже тоже какие-то обряды проводить, вот именно направленные на негатив. Чтобы от вас муж ушел, чтобы клиенты от вас ушли, да, чтобы вам там пусто было, чтобы вы болели, ну в таком ключе. Ну, в общем, гадость, это идет гадость. Кстати, этот момент я, когда закончится наш сеанс, я закрою. Здесь человек приходит погадать на вас, и главный запрос, ну вот когда же ей станет плохо, когда же там жизнь ее разрушится, сколько там еще сил у нее осталось, там в таком ключе. Вопросы очень мерзкие звучат. И тот, кто гадает, либо тот, кто принимает этого человека, аж сам в ужасе, да, откуда столько злобы, откуда столько ненависти. Ну, прям очень неприятный человек. Я бы даже сказала, это человек болен вами. То есть вы для этого человека цель и тема номер один, постоянно о вас думает, постоянно о вас говорит. И вот как будто бы зла желает. Вот. Я, конечно, это закрою, но тем не менее вы тоже должны об этом знать и знать, что враги не дремлят. И есть у вас либо соперница, либо конкурент в бизнесе есть, на работе, может быть, конкуренты есть. И да, желают вам неприятностей. Вот. На пути к своей цели человек готов, я не знаю, там последнее отдать, себя продать, вот лишь бы вам было плохо. Вот настолько все, понимаете, человек болен настолько сильно, что уже мозги, я так понимаю, отказывают. Это показали в центре, потому что это очень важно. То есть, в принципе, не важно, кто там на вас гадает, а вот эта тема, она самая важная. То есть предупреждают о том, что есть лихой человек, который желает вам зла. И нужно, конечно, себя бдить, нужно принимать меры, нужно себя защищать и, конечно же, как-то над этим работать, с этим работать. То есть, если вы сами чувствуете, подозреваете, что есть соперница, то здесь, например, не лишним будет защищать себя, любимого человека, какие-то обереги делать, либо приобретать молитвы, опять же, кто не отменял защитные молитвы, они всегда очень хорошо работают. И также чистки делать, да, потому что у человека очень негативное мышление по отношению к вам, поскольку мысли — это энергия, да, когда мы думаем, наш мозг, он расходует и выделяет энергию, вот, чтобы на вас это все не ложилось. То есть если там хотя бы 3 раза в месяц вы будете на убывающую луну делать чистки, либо самочистки,
Это очень хорошая профилактика для того, чтобы избавляться от всех этих негативных моментов. Так что это есть. К сожалению, это есть, и это показали. Ну, раз показали, значит, совсем нужно, и можно бороться. Вот вас просто предупредить хотят. Так, ну и 4-й человек, он самый загадочный. Самый загадочный и самая непонятная история. Очень, знаете, похоже на сеансы психотерапии. Когда человек приходит и говорит о своих вот мыслях, переживаниях, там, страданиях, стенаниях. У одних отыграется, что человек общается действительно с психологом, у других отыграется, что, возможно, человек ходит и по поводу вас, допустим, исповедуется, да, там, батюшке, служителю культа, назовем это так, потому что вы все разные, не все, например, исповедуют христианство. То есть он приходит и говорит, что вот одержимость, да, я одержим этой женщиной, я там ни спать, ни есть не могу, я все о ней думаю. Вот что мне делать, да? Какие там есть молитвы, псалмы, либо какие-нибудь суры, да, что я могу делать, да, для того, чтобы перестать думать об этой женщине. То есть я, например, там, понимаю, что она не свободна, но я с собой ничего не могу поделать, вот прям с ума схожу. Ну и то же самое человек может говорить психологу, просить какие-то методы, способы, техники, чтобы перестать о вас постоянно думать нон-стоп 24/7, и чтобы это наваждение ушло, да. Здесь явно какой-то безумно влюбленный в вас человек, который, ну вот правда, он ни о чем другом думать не может. Человек, который там и есть не может, и пить не может, все думает о вас. Очень сильно хочется, чтобы вы были его, чтобы вы были вместе, вот скажем так. Возможно, человек не свободен, возможно, вы не свободны, возможно, вас там разделяют время и пространство, возможно, вы этому человеку отказали, да, просто не захотели ответить на его ухаживание, но человек настолько сильно вот прям влюбился, да, что ничего с собой поделать не может. И эта любовь, она стала похожа на наваждение, на такую болезнь, да, болезнь, которая не отпускает. И поэтому человеку нужна помощь. Но опять же, это уже не гадание, это уже как, если это психолог, то это медицина, да, психотерапия, ну, либо это обращение уже к вере, да, чтобы вот вылечиться, излечиться от этой любви. Какая-то любовь, которая невозможна. Невозможно сейчас. Может быть, возможно, будет позже. Может быть, в принципе, невозможно. Но вот человек ходит, пытается как-то с этим справиться. Вот. Это показали, потому что это важно. То есть вы должны об этом знать. Вы личность интересная, очень много людей вами интересует. Видите, это вообще прям жить без вас не может. Вот. И еще такой момент. Судя по этой отсыпке, вы, возможно, чувствуете, когда на вас кто-то гадает. Вы вот как сердцем чувствуете, да, что этот человек не просто интересуется, а очень сильно интересуется. Вот это тоже у вас есть. Так, мои хорошие, буду заканчивать. Вот этот момент с врагом я, конечно, сейчас закрою. И пусть этот человек ничего о вас не узнает, и пусть поостынет, да, чтобы вот эта ненависть, злоба, она утихла. По крайней мере, на это будет направлен мой обряд. Если вы четко знаете, что у вас есть коварная соперница, если вы четко знаете, что у вас есть какой-то конкретный враг, конкурент, имя этого человека, если знаете, напишите, пожалуйста, в комментарии. И когда я буду делать обряд на то, чтобы сердце остудить этого человека, я буду читать имя. И, как говорится, с Божьей помощью обряд поможет. На этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.